Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях ветеран СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО по Гафурийскому району Республики Башкортостан Илья Макаров. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, на начало специальной военной операции вам был 41 год. Вы имели успешный бизнес, крепкую семью и на гражданке, у вас было все хорошо. Почему приняли решение закрыть бизнес и все-таки отправиться в зону СВО? Понимаете, с 2014 года, когда вот это все началось, я за всем наблюдал. И когда наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции, я принял решение, свернул, получается, весь бизнес свой в течение месяца и в конце марта, в начале апреля убыл на территорию Украины. А с каким подразделением впервые подписали контракт? Впервые я подписал с подразделением «Барс», заходил туда снайпером. По истечению контракта приехал, получается, в конце мая на день рождения сына. Узнал о создании башкирских добровольских батальонов. Сразу предупредил супругу, что я буду заходить второй раз. Вы, наверное, на день рождения сына приехали как сюрпризом. Да, они об этом не знали, очень были рады. И тут удивили таким сильным решением вступить в легендарный батальон имени Минигали Шаймуратова. Да, было принято решение и, получается, подписал контракт. Многие говорят, когда подписывают контракты, когда принимают решение служить Родине, о чувстве долга. А что для вас такое чувство долга? Знаете, я, наверное, как один из тысяч и сотен тысяч, как говорится, наших граждан, нашей большой Родины, принял решение для себя, когда стране стало, как говорится, тяжело, когда необходимо было встать на защиту нашей страны. Я просто для себя сделал вывод, что я должен находиться там. А где вы служили? Служба проходила на Северном Кавказе, 99-2000 год. Это 160-й танковый полк. В зоне специальной военной операции, насколько знаю, нет времени снимать что-то на видео, делать фотографии, но редкие кадры у нас все-таки есть. Что за направление? Это, получается, как раз перед самоотправкой мы готовились заходить уже в Херсонское направление. Этот кадр как раз оттуда. Это самое начало ваше? Самое начало. А что это за техника, на которой вы едете? Это БМП, один. Потом уже в дальнейшем работали с БМП-3. Новая техника замечательная. Да, новая техника себя показала отлично, справляется. А кем вы сейчас работаете? Сейчас я работаю в военкомате. Получается, встречая с отпусков. Гафурийского района? Гафурийского района, да. Встречая наших отпускников, провожая наших отпускников. И также работаю по семьям погибших, то есть оформляю выплаты. Та работа, которую сейчас на данный момент необходимо помогать, необходимо выполнять. А еще возглавляете Ассоциацию ветеранов СВО по Гафурийскому району? Приходят участники специальной военной операции, то есть необходимо с ними как-то работать, их координировать непосредственно. И помогать также с оформлением выплат, еще каких-то обращений. А сколько вы были на СВО? На СВО я пробыл 1,5 года. А ведь за плечами у вас еще один локальный конфликт – это Чечня. Да. Вы там проходили службу? По срочной службе мы попали в 99-2000 году на Северный Кавказ. Там столкнулись на высотках, это Аргунское ущелье, с бандой Хаттаба. На тот момент уже там присутствовали много людей, скажем так, наемников с украинской стороны. То есть мне приходилось еще встречаться с ними в 99-2000 году. Вы служили в добровольческом батальоне «Барс» и в нашем башкирском батальоне Минигали Шаймуратова. А потом еще и в Достовалово. И служили там снайпером, а потом оператором по беспилотникам. И более того, вы стояли у истоков создания БПЛА взвода в составе добровольческого батальона Достовалова, верно? Так точно.
Когда мы обратились к своему командиру непосредственному, это Мажит Талгатович Байдавлетову, он одобрил Позывным нашу «Зверь». идею. Да, позывной «Зверь», все его, наверное, знают. Он одобрил нашу идею о создании взвода БПЛА. Мы, получается, втроем отучились в Луганске. По завершении обучения мы собрали, скажем так, людей, которые подходили по критериям, то есть это легко обучаемые люди. Мы обратились с письмом через нашего комбата, вот, написали главе Республики Башкортостан Ради Фаритовичу Хабирову, он откликнулся, и нам в скором времени поставили учебные комплекты непосредственно, FPV, и уже всю ту технику, которая была необходима, также средства РЭБы сюда входят. Мы видим фотографии как раз-таки того периода. Да, это получается один из выходов. Мы прикрывали миномет, то есть в нашу задачу входило закрыть небо, над минометными расчетами подавить вражеские БПЛА. Получалось удачно? Всегда практически срабатывал, но война современная, частоты меняются постоянно. Вроде бы вот совсем недавно я выбыл из строя, но уже мои сослуживцы, мои товарищи, они уже ушли на шаг вперед, намного и далеко. То есть это такая профессия, где надо совершенствоваться каждый день. Постоянно меняются условия военных действий. И сейчас у нас беспилотники – это 70% участия в СВО. Да, беспилотники выполняют очень большую роль, потому что отсюда идет и разведка уже, все данные, как говорится, передаются, корректировки, тех самых танков, артиллерии. Плюс сейчас активно используется FPV. FPV – это, Дрон скажем камикадзе. так, новинка современной войны. Поэтому мы тоже стараемся не отстать и быть на шаг впереди своего врага. Есть одна дата памятная для вас. Это 5 декабря 2023 года. День, наверное, который разделил жизнь на до и после. Вас ранило. Да, 5 декабря мы получили боевую задачу, выехали на место высадки. При высадке я обнаружил, что над нами завис дрон. И начался минометный обстрел. Когда увидел, что у меня молодой боец неправильно уходит с линии огня, я принял решение, то есть добежать до него, чтобы его вывести из-под линии огня. Ну и когда уже добежал, скажем так, я уже понимал, что следующие будут наши. Вот, и в этот момент раздался взрыв. Я не потерял ни сознание, ничего, никто не кипишевал, потому что все уже были на СВО уже достаточно долгое время. Сразу же была оказана медицинская помощь. Нас эвакуировали. Вы очень Успешно. мужественный человек. Спасибо. По себе знаю, что вот момент реабилитации, да, это госпиталь, это санаторий, но очень трудно и тяжело, и можно сломаться в любой момент. Что вам помогало держаться? Ну, знаете, наверное, держаться мне помогала моя семья, мои, как говорится, родные, близкие друзья, которые поддерживали. Ну и, скажем так, я сам по себе просто человек такой, я еще поддерживал, наоборот, бойцов, которые лежали со мной. А вот фото вашей семьи. Супруга работает учителем физики и математики в Красносольской школе номер 3. Сын сейчас старший, служит на Балтийском флоте. Дочь закончила Казанский у нас, получается, университет. И закончила магистратуру УНИТ в Уфе. Сын пойдет в 4 класс, хочет пойти по моим стопам, быть военным. Ну, у него есть замечательный пример. Да, ну я, как любой родитель, хотел бы пожелать, чтобы наши дети не знали тех моментов, которые пришлось прожить нам. А что было самым сложным вот в период вашей реабилитации? Все-таки это 8 месяцев в госпитале, это более 600 осколков из вас извлекли. Чем заниматься дальше? Вот, это, наверное, один из тех вопросов, который вставал так остро. Мы подали на грант Республики «Агростартап», успешно его защитили, выиграл я, и занимаемся разведением перепелов. Это было уже после того, как вам ампутировали ногу? Так точно. Ну, вы нашли себя. Я вот начал заниматься именно развитием сельского хозяйства, помогать военнослужащим, скажем так. Вступили в ассоциацию ветеранов вступил СВО в ассоциацию. по Республике Башкортостан. Столько интересных разных у вас направлений, а мне любопытно, а как появилась идея с перепелами? То необычная птичка, неприхотливая сама по себе, да. Есть определенные, как говорится, такие моменты в ее
выращивания. Но мы успешно справляемся с этим. На данных площадях, которые у нас есть, у нас их около 2000 штук. Вы подались на грант главы Республики Башкортостан. Это одна из мер региональной поддержки для участников СВО? Да, это одна из мер именно поддержки участников специальной военной операции. Также мы обратились в санаторий Красноусольский, который помогает нам, принимает наше яйцо перепелиное. У вас награды. Это и Орден Мужества, и Орден Шеймуратова. Медаль за отвагу, медаль за боевые отличия. У вас Орден Шеймуратова за какие события? Орден Шеймуратова мы получили при штурме так называемого Топорика. Вот, мы заводили как операторы БПЛА непосредственно штурмовые подразделения наши. Когда успешно закрепились штурмовые подразделения батальона, нами была организована доставка туда боекомплекта и питания, также эвакуация там раненых. За это наградили орденом Шеймуратова, получается, и за отвагу. Меня награждали на территории СВО. Это был Алик Финзирович Камалетдинов. Советник главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими. Скажите, пожалуйста, а где это и с кем вы? Это, получается, проводит награждение. Наш командир батальона «Зверь» вручает заслуженные награды Министерства обороны, также Республики Там на передовой? Да, непосредственно вблизи от передовой. Каково это получать орден? Какие эмоции вы испытывали? То, что республика оценила твой вклад, то, что про нас не забывает глава Республики Башкортостан. А вы где с главой Республики Башкортостан? Это что за мероприятие? Это мероприятие, посвященное 23 февраля. Были приглашены в концертный зал Таратау, пообщались, поговорили. Ну, глава Республики Башкортостан никогда не проходит мимо наших ветеранов. Он всегда подойдет, пообщается, спросит, как дела и нужна ли помощь. Совершенно верно. Так и было. Вот такие слова, как подвиг, честь, Родина. Что это для вас? Ну, подвиг – это, скорее всего, самопожертвование, когда человек готов пожертвовать собой. У меня был такой один примечательный случай. Это происходило в Лисичанске. Да? Я увидел молодого бойца, на вид ему было лет 16. Я когда спросил его, сколько тебе лет, он ответил мне, говорит, 18 лет. Я его спросил, а что ты, говорю, здесь делаешь? Такой молодой, 18 лет на войне. И знаете, в тот момент он мне такие слова сказал главные. Наверное, говорит, я нужен Родине здесь и сейчас. Это слова настоящего мужчины, это не подростка слова. Его слова, они прям произвели на меня очень сильное впечатление. И на уроках мужества, на которых вы встречаетесь с подрастающим поколением, как председатель Ассоциации ветеранов СВО по Гафурийскому району, вы наверняка рассказываете эту историю. Да, я совершенно верно ставлю в пример, потому что сам когда-то 18-19-летний первый раз попал, скажем так, на войну. А как говорить так, чтобы подростки слышали вас и вникали? Знаете, вот я сейчас очень часто посещаю школы с начала специальной военной операции. Я наглядно убеждаюсь, что наше поколение сейчас начало постепенно меняться. То есть меняться в лучшую сторону. У них появился патриотизм, сопереживание, созерцание. Вот это, наверное, самая главная черта, которая присуща настоящему солдату. Ради мирного неба? Ради мирного неба над головой. И наши отцы, наши братья сейчас воюют там, чтобы наши дети не знали, что такое война. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Вам большое спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете нашу республику сильнее и помогаете нашим жителям. Спасибо. Крепкого здоровья, спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был ветеран СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО по Гафурийскому району Республики Башкортостан Илья Макаров. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.